Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Сегодня 13-я Джумада-аль-Ауваля по лунному календарю. Недавно Совет алимов Ингушетии стал законодателем моды в своей республике. Для того, чтобы сохранить обычаи и традиции своего народа, он предписал невестам выходить замуж в национальных платьях, рассказывает наш специальный корреспондент Андрей Шелков. Свадьба – одно из самых важных и торжественных событий в жизни ингушей. Здесь можно увидеть все многообразие традиций этого северокавказского народа. Жених на ингушской свадьбе остается в тени. В центре всеобщего внимания – невеста, которую в дом жениха приводит ее кузен. Свадебное платье чокхи – это символ праздника. Оно соответствует требованиям шариата и передает яркий национальный колорит. Наряд невесты европейского фасона в Ингушетии не прижился. Национальный костюм любого народа – это история народа. Это же не просто шилось. Там многое, он имеет глубокий смысл. Каждый орнамент, момент, аксессуары – все это связано с чем-то, оно символизирует чем-то. Как бы характер этого народа передается в костюме, вот, в каких-то частицах. Свое первое свадебное платье Зина Инаркиева шила для куклы еще в детстве. С тех пор она изготовила сотни национальных костюмов, среди которых есть настоящие произведения искусства. Мне всегда хотелось, чтобы вот именно свадебный костюм, он был чтобы такой запоминающим, красивым. Потому что как и день запоминающий, и костюм должен быть запоминающим. Таким вот ослепительным, чтобы было все. 3 года назад Зина открыла небольшое ателье по пошиву женских свадебных нарядов. Здесь работают несколько девушек. На изготовление одного платья уходит от недели до месяца. Самой трудоемкой считаются отделка и украшение чокхи. Это ручная работа, полностью все вышито жемчугом. Требует определенных навыков и кропотливой очень работы. Ингушский свадебный наряд со всеми аксессуарами может весить до 10 килограммов. Платье шьется по фигуре. Его обязательные атрибуты – пояс, нагрудник, кошелек и шапочка. Каждый элемент костюма имеет свое предназначение и должен быть украшен национальным орнаментом. Нашей съемочной группе повезло. Мы попали на свадьбу сына Зины Инаркиевой. Это платье свекровь подарила своей невестке Тамаре. Но я хотела, чтобы моя сноха, невеста, вошла в мой дом красиво, ослепительно красиво, чтобы она вошла в мой дом. Я не зря потрудилась. Здесь идет бирюза, а так рубин, бирюза, вот эти вот александрит камнями оформляют. Здесь вот такая ажурная работа, вот красивая, на серебре. Пояс, нагрудник – это как обязательные аксессуары. Количество полос нагрудника должно быть четным. Оно символизирует число детей, которых невесте желают ее родные и близкие. Нагрудники, они тоже выполнялись в разных вариантах. Они типа бабочек, оленей рога символизировали. Такие вот прямые, с камнями, без камней. Пояс, как правило, состоит из 12 звеньев и соответствует объему талии до 65 сантиметров. Это означает, что девушка следит за собой, и в доме у нее будет порядок. Но моя Томочка вписалась в этот пояс, не убавляя, не прибавляя. Звенья добавлялись и убавлялись. Но здесь вот как есть 65, так и осталось. Удлиненные рукава падоги и перчатки защищают невесту от случайных прикосновений. Отныне это исключительное право супруга. На шапочку обычно накидывают длинный шарф или большой шелковый платок. Зайдя в дом, невеста проходит в отведенный ей девичий угол. Здесь она будет находиться большую часть времени. По традиции ей дают мед, чтобы супружеская жизнь была сладкой. После этого молодая хозяйка берет на руки мальчика, символ будущего наследника. На протяжении всего праздника гости танцуют и веселятся, одаривая невесту комплиментами и подарками.
Это помогает ей выполнить непростую задачу. Весь день простоять в 6-килограммовом свадебном наряде. Пожаловаться, наверное, грех, потому что ко мне все время подходили люди и говорили, какая я красивая. И поэтому, не знаю, в какой-то степени даже удовольствие. Вести невесту по воду, которую она должна набрать из горного ручья, заключительный и один из главных ритуалов свадьбы. Вода – это жизнь. Самая богатая, самая чистая, самое лучшее, что она в дом несет, как бы это вода. Символизирует. Вот это еще отец мне рассказывал. Чище воды, говорит, она ничего в дом не принесет. И богаче. Жизнь. Это жизнь, говорит, вода. И когда ее ведут по воду, то несут, значит, иголку и несут, значит, яйцо еще. И она бросает, втыкает эту иглу в яйцо и должна бросить в воду. Ингуши называют иглу главным женским орудием труда. Рукодельницы всегда были здесь в почете, а деньги, заработанные при помощи швейной иглы, и по исламу, и по кавказским обычаям, считаются такими же чистыми, как белоснежные вершины гор. Андрей Шелков, Исам Мержоев, Рафик Галеев, телеканал «Россия» из Ингушетии.